Привет всем! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы обсудим с вами положение и роль педагогов в нашей республике с нашим гостем, учителем 26-й школы и медийной персоной Дмитрием Ковальским. Друзья, внимание на экран. Школа – важное звено в жизни каждого человека, для многих предопределяющее их последующую жизнь. А учитель в школе не только преподаватель, он еще и наставник. Человек наравне с родителями, формирующий в учащихся их основные качества. Дмитрий Ковальский – медийная персона, обладатель титула «Мистер Якутия», «Дальний Восток-2013», один из самых завидных женихов России по версии журнала «Тетлер». В повседневной жизни учитель биологии и добрый наставник. Взаимоуважение, понимание, основополагающие педагогической деятельности Дмитрия. Как он говорил в одном из интервью, если человек не на одной волне с молодежью, как он может общаться с ней? Каково сейчас отношение к профессии? Престижно ли быть учителем сегодня? Не появилась ли тенденция считать учителей сферой услуг? Профессия учителя во все времена считалась одной из самых уважаемых и востребованных. Однако в последнее время статусность этой профессии размывается. Друзья, чтобы разобраться в этом, нам нужно будет разделиться на две группы. Итак, оптимисты — это те, кто считает, что профессия учителя, она сохраняет свою статусность и она по сей день перспективна, актуальна. Пессимисты же считают, что данная профессия не сохраняет свой статус и в современном мире не считается уважаемой и престижной. Оптимисты при этом будут у нас справа. Пессимисты слева. Так, делимся. Итак, встречаем нашего героя. Учитель и добрый наставник для своих учеников. Яркая персона и многосторонняя личность. Дмитрий Ковальский. Дмитрий, здравствуйте. Пожалуйста, расскажите о себе. Вам даются минуты. Меня зовут Дмитрий, 36 лет, я учитель. Не люблю, когда меня зовут Дмитрий Владимирович, можно просто Дмитрий. Работаю в 26-й школе учителем биологии. С этого года я уже работаю исключительно в воспитательном отделе, ибо вижу в этом большой потенциал. Как вы сказали, разносторонняя личность? Надеюсь, что да. Надеюсь, что разносторонняя личность. Спасибо. Давайте подарим аплодисменты нашему гостю. Начнем мы с такого небольшого блиц-интервью, то есть быстрые вопросы, быстрые ответы. Так, первый вопрос. Считаете ли вы себя хорошим учителем? Нет. Почему? Нужно быть реалистом. Вообще меня всегда пугает, когда человек говорит: я профессионал, я там супер учитель, супер врач или еще что-то. Я к такому бы человеку не пошел на прием. Считаете ли вы свою работу перспективной? Любая работа перспективна. Все зависит от человека. Хорошо. Почему вы выбрали именно эту профессию? Ну, это очень долгое, длительное, долгое путешествие с 4 лет до 26. Могу так сказать. Нет четкого такого дня, когда я решил стать учителем. Вся жизнь меня вела к этому именно. А были ли у вас моменты, когда вы хотели оставить педагогическую деятельность? Да. На 6-й или на 7-й год педстажа я ушел в отпуск на 2 года. Творческий отпуск. Что вам не нравится в вашей работе? Коллеги некоторые. Не именно мои, а я их буду называть коллегами. Это какие-то отдельные личности. Представители вашей профессии? Конечно, да. Просто мы друг друга все называем коллеги, поэтому определенные личности, определенные коллеги, да. Опишите образ идеального учителя. Идеальный учитель, который любит детей. Тут больше ничего не надо. Соответствуете ли вы этому образу? Я стараюсь. Я к этому стремлюсь, я стараюсь, но, как говорится, я повторюсь, я не считаю себя идеальным учителем, поэтому нет предела совершенства.
Назовите 3 основных качества, которыми должен обладать современный педагог в работе с детьми. Сленг, наверное, самое важное, первое. Потому что дети говорят совершенно на другом языке. Мы в свое время говорили на другом языке с нашими учителями. Новые дети говорят на другом языке, в отличие от нас. Я не говорю, что это хорошо, но это факт. Можно с этим спорить, можно нет, но главное это сленг, владение сленгом. Понимать современные тенденции и тренды. Тут можно все, начиная от внешнего вида, заканчивая политикой, заканчивая, что вообще происходит в мире. То есть он все, что сейчас есть вокруг, он должен хотя бы на какой-то процент больше, чем другие знать. И вы сказали 3, да? 3. Третье, наверное, быть неконфликтным. Мгм. Ну, в неконфликтность я туда же и отнесу порядочность. Порядочность, совесть, то есть личностные качества, вот, которые может нести к воспитанию порядочности. Ставите ли вы себе в пример тех, кто учил вас, или же наоборот противопоставляете себе им? Да, конечно, ставлю их себе в пример. Елена Николаевна, мой учитель истории, Нина Александровна, мой классный руководитель, Алла Дормидонтовна, Царствие Небесное, учитель русской литературы. Я был... У меня вообще плохая память. Я был не очень хорошим, так скажем, учеником по литературе. Я не мог стихи запоминать. И она меня заставляла раз в полгода сдавать там, по 15-20 стихов. Я приходил, все сдавал. Железный человек, железная хватка. Вот, наверное, 3 кумира. И вообще все мои учителя, я их очень помню, люблю. Людмила Савишна, по русскому литературе тоже она у нас вела. Зиля Мухарамовна или Зиля Мухарамовна. Надеюсь, она меня сильно ругать не будет, учитель физкультуры. В принципе, все мои учителя, я от каждого взял что-то себе, как говорится, в блокнотик записал. Потому что нет, опять-таки, повторю, идеального учителя. У каждого есть какие-то личностные, какие-то мелочи, которые вот делают их идеальными. Ты их любишь, и я все это как-то запомнил и пытаюсь соответствовать вот своим кумирам, учителям. Спасибо, аплодисменты. Итак, перед вами сегодня те, кто попытается узнать вас сегодня немного поближе. Это, в частности, у нас и учащиеся школы, и студенты, и рабочая, и творческая молодежь. Справа от вас расположились оптимисты. Это те, кто считают, что профессия учителя она сохраняет свою статусность и по сей день является престижным быть учителем. Слева от вас расположились пессимисты. Они, наоборот, считают, что профессия учителя утратила былой престиж. Мгм. Сейчас мы обращаемся к нашей аудитории. Друзья, почему вы оказались в той или иной группе? Чем обусловлен ваш выбор? Давайте начнем с оптимистов. Пожалуйста. Ну, профессия учителя – это же больше как призвание. Это одна из благородных должностей, которая стоит на уровне врача или, может быть, еще кого-то, кто действительно помогает обществу оставаться на том уровне и не обращаться в те исторические моменты, где было валяние в лесу с палкой деревянной. То, что помогает нам ежедневно развиваться и расширять наш духовно-интеллектуальный потенциал. Будем сегодня друг другу много дарить аплодисментов. Давайте, пессимисты, пожалуйста, берите микрофон, обозначите свою позицию. Сейчас идет такая тенденция, что не ученик должен учиться, а именно учитель должен учить. А если ученик не учится, то виноват именно учитель, а не ребенок. А от этого исходит то, что учителей не уважают, и сейчас в молодежной среде, учитель это как уже идет оскорбление. То есть закончишь учебу, будешь учителем. Это уже считается оскорблением. Как все знают, в становлении личности помогают 2 вещи. Это родители, семейная ячейка и школа. В некоторых случаях это детсад, если педагоги бывают хорошие. Но тебя учит первые 4 года твой классный руководитель. Потом последующие 7 лет это классные руководители, другие учителя, которые помогают тебе состояться в жизни. И они помогают тебе сделать выбор в твоей будущей профессии. Сейчас авторитет учителя падает из-за того, что сейчас учителям налаживают очень много обязанностей. Если хорошо присмотреться, то участники любых там субботников, каких-то мероприятий, гости, да, это учителя. Например, мы честно радовались, когда отменяли уроки из-за этого. Там учителей моей деревни отправляли там субботникам,
стать участниками каких-то мероприятий, да, зрителями. И думаю, из-за этого учитель не может дать ученикам свое знание, объяснять какую-то тему, и из-за этого авторитет учителя падает. Спасибо. Так, пожалуйста, оптимисты. Я заняла эту позицию, потому что считаю, что учитель наравне так же, как и врач, и пожарные, и спасатели, мне кажется, никогда не утратят свою актуальность, и называть их непрестижными, как минимум, наверное, это некорректно. Возможно, тут дело не в престиже, а в чем-то другом, но я считаю, что учителя должны быть, и это более чем престижное звание. Спасибо. Отлично. Так, пессимисты. Начну с того, что, во-первых, заработная плата учителя очень низкая, поэтому молодежь выбирает более профессии, те профессии, которые более высокооплачиваемые. Вот поэтому учитель в данный момент он не очень престижная профессия. Непривлекательная профессия. Непривлекательная профессия. Аплодисменты. Так, пожалуйста. Я занял эту позицию, потому что считаю, что учитель занимает важную роль в развитии учеников, так как информации есть в учебниках, в книгах, его очень много. Но цель учителя является доступно и понятно донести информацию для учеников. Также учитель очень хорошо, если учитель выявляет сильные стороны учеников, а также их поддерживает, находит индивидуальный подход к каждому. Спасибо. Давайте последнее мнение стороны пессимистов еще послушаем. Пожалуйста. Ну вот, прозвучала фраза Дмитрия, то, что нет, то есть все профессии, они перспективны. Все зависит от человека. Я очень с этим согласен, но все-таки надо признать, что существует такой факт, я так считаю, что существует такой факт, что большинство людей, они считают профессию учителя неперспективной. И, соответственно, почему она не перспективна? Это надо будет, наверное, здесь мы разобраться. это обсудим. Да. Так, спасибо. Аплодисменты. И, пожалуйста, друзья, задавайте свои вопросы нашему сегодняшнему гостю Дмитрию. Пожалуйста, вопросы. Оптимист. Дмитрий, вы перечисляли учителей по преподавательскому составу, на тех, кого вы ориентируетесь. Я догадалась, что вы выпускник городской классической гимназии. Как же так получилось, что вы пошли работать не в родную школу, а в 26-ю? Вы все, наверное, смотрите сериалы, да? И вот прям 80 или даже 95% уверен, что когда вы смотрите сериал, и там, знаете, выпускник, успешный, хороший, главный герой, допустим, какой бы он ни был, суперский, он идет работать в компанию своих родителей. И вы что первым делом говорите? Пошел бы он в обычную школу, вот тогда я скажу, не школу, пошел бы он в обычную фирму, я бы тогда поверил, что он все сам. Вот ответ. Я не пошел в родную школу, потому что это легкий путь. Я это не поддерживаю. Это на самом деле нормально, но я лично по своим убеждениям это не поддерживаю, потому что когда смотрю сериалы, говорю, вот в обычную фирму его надо, как, знаете, как такой возрастной человек. Поэтому я и не пошел в родную школу, потому что это моя позиция. Пожалуйста. А как вы думаете, повлияло ли дистанционное обучение на образовательную деятельность? По факту учитель, наверное, с момента появления мобильных телефонов и просто нереального количества информации и архивов и базы данных в интернете, учитель уже не является единственным источником информации. Но учитель, он ведь, если вот говорить, да, вот про учителей современных, да, он может только лишь пробудить желание учиться, пробудить желание в ребенке что-то узнать. Он может за весь урок дать
один какой-нибудь интересный факт, допустим, история о какой-то там исторической личности, и дети захотят это сами прочитать. Ну, давайте не будем врать. Ну, где вы видели таких учителей? Вот меня учили, тогда не было ни интернета, ничего. Тогда учитель был действительно источником такой большой информации, что если он не сказал, если бы он не сказал, допустим, там, вот Алла Дримдот не сказал бы что-то там про русский язык или литературу, мы бы никогда не узнали. Но и сейчас на дистанте он также может пробудить интерес. А 20 минут, которые по всем нормативам урок должен быть на дистанте 20 минут сначала был. Сейчас, я не знаю, по-моему, расширили с этого года. Но как можно на дистанте дать там базу данных в детей? Он за 10 минут может пробудить желание у детей учиться, если он хороший педагог. Поэтому качество упало ли? Думаю, у лентяев всегда качество плохое. У ленивых учителей плохое качество, у ленивых детей плохое качество. И обучаемости, и усваивания информации. Сейчас, наверное, стоит обратиться к нашей аудитории. Ну, все вы, друзья, знаете о том, что у нас с недавних пор, ввиду определенных обстоятельств, внедрено дистанционное обучение, дистанционный формат. Как вы считаете, сказалось ли введение дистанционного образования, дистанционного обучения на статус учителя? Давайте послушаем, начнем в этот раз с пессимистов. Как вы думаете, сказалось ли и как сказалось? Ну, я думаю, нет, что все-таки учитель — это учитель, и, как сказал Дмитрий, через дистант тоже можно все полностью объяснить, учить, рассказать, показать. Так что я думаю, это особо сильно не повлияло. Много ли стресса в вашей работе и насколько вы стрессоустойчивы? Лично я стрессоустойчив. Меня из равновесия выбить практически невозможно, только лишь совершенно глупой глупостью. Но, слава богу, я еще не встречал на своем пути таких нереально глупых людей, которые бы еще так яро отстаивали свои интересы, поэтому я могу сказать, что стресса нет, и поэтому может я и не стрессоустойчивый, если там сейчас как накинутся на меня дети. Ну и либо дети все идеальные мне попадаются, а я работал в 3 школах. Не знаю, не могу ответить прямо так на этот вопрос. Вы меня простите, пожалуйста, я буду отвечать немножко по-философски, потому что прямые вопросы-ответы, наверное, вас мало интересуют. Вы как новое поколение, вам, наверное, нужно мое личное мнение. А если я скажу что-то в угоду, чтобы убеждать вас, вы в это не поверите. Зачем врать? Поэтому я буду немножко в свою жизненную философию, а вы уже сами, как бы пытливые умы, поймете, вас устраивает такой ответ или нет. Вот. Интересно. Давайте поаплодируем. Оптимисты, давайте послушаем вас. Сможете ли вы развеять мнение о том, что зарплата учителя низкая? Вот поверьте мне, государство, вот как бы это сейчас не звучало, знаете, для молодежи, знаете, молодежь скажет, вот он мягкий, вот он прогнулся еще скажет, или вот он подхалим, могут там про себя подумать, вы можете так подумать. Но государство тратит на самом деле солидные деньги на зарплату учителей. Деньги идут, но потом в регионе их принимают и опять отправляют учителям, допустим, если мы говорим про учителей. А вот в сообществах учителей, как и в любых других сообществах, есть акулы, крокодилы, есть обезьяны, есть хорошие люди. И вот хорошие люди могут недополучить то, о чем вы говорите, о зарплате, только потому что есть там и обезьяны, и крокодилы, и кашалоты, и акулы, которые сделают так, что ты потом скажешь, у меня маленькая зарплата. Но это не в стране дело, и не в престиже, и не в количестве денег. Это немножко такая специфика учительства. И у всех профессий такая специфика. Деньги есть, просто они немножко не доходят, потому что в самих профессиональных сообществах вот этот зоопарк делает так, что в оконцовке ты, если станешь учителем, можешь сказать, у меня маленькая зарплата. Но это вина конкретных людей, конкретных непрофессиональных людей, которые делают так, что учитель может говорить, что у него маленькая зарплата. У страны нет проблем, на самом деле, с оплатой. Вы считаете справедливым то, что у нас директора, заучи получают намного больше обычных учителей? Ну, я знаю этот скандал с публикацией этих зарплат, которую все обсуждают, ее обсуждают везде, на всех уровнях. Я же вот на предыдущем
вопросе ответил, что есть акулы, крокодилы, у них аппетиты больше, но это не значит, что все директора много получают. Некоторые директора получают много и большую часть зарплаты вкладывают в школу. Поверьте мне, я очень знаю многих директоров, я лично у 3 работал, я их очень хорошо знаю. И большая зарплата еще не значит, что он эти деньги оставляет себе. Честно, директора в школу в наше время очень много денег вкладывают обратно в коллектив. Вот. Поэтому незаслуженно некоторые получают, наверное. Я всех учителей не знаю, всех заучей не знаю, всех директоров не знаю. Если кто-то получает незаслуженно, куда мне в камеру обратиться? Отдайте зарплату на благотворительность, коллеги. Хватит строить из себя каких-то звезд. Поделитесь деньгами, если у вас зарплата больше 200 тысяч, и ваша совесть будет чище. Ну, давайте по последнему вопросу со стороны оптимистов, пессимистов. Ну, начнем с оптимистов. Дмитрий, опишите образ идеального ученика. Идеальный ребенок для меня – это человек, который никогда не прекращает поиск информации, потому что нас от приматов, от обезьян отличает очень большая мозговая активность и более высокая жажда знаний. Поэтому идеальный ребенок – это тот, который никогда не теряет интереса к познанию чего-то нового. Это не обязательно ребенок, и взрослым людям бы это качество сохранить всю жизнь, это хорошо. Исполнительность, пунктуальность – это такие, знаете, вещи, уже размытые временем. Уже такие избитые слова говорить не буду. Жажда знаний, порядочность. Практически все то же самое, что я сказал, что такое идеальный учитель. Наверное. Потому что идеальный учитель, значит, он стремится к идеальному пониманию человека. Также и ребенок, он стремится к идеальному пониманию, что такое хороший человек. И вот это и будет, наверное, идеальный ребенок. Спасибо, аплодисменты. У нас, собственно говоря, есть опрос по теме нашего сегодняшнего обсуждения, поэтому внимание на экран. Является ли престижной профессия учителя? Она не престижная, ее просто уробили, как говорится. Ее просто унизили. Наша профессия стала уже неуважаемой, к сожалению. И молодежь относится без должного пиетета. А мы фактически заменяем их родителей. Престижной, да. В чем это проявляется? В уважении окружающих. Мне кажется, в наше время, не очень. Наверное, все-таки уровень жизни у учителей, заработные платы, и особенно среди молодых учителей, все-таки уровень поддержки не тот. Потому что я понимаю, что надо молодому специалисту заявить о себе, проявить, но тем не менее молодые же люди не идут работать учителями. А хотелось бы в школе видеть молодых. Как вы думаете, почему молодое поколение не заинтересовано стать педагогами? Методика воспитания другая, наверное, стала. Вообще в целом поколение изменилось. Вы бы сами стали учителем? Нет. Почему? Психологически не подхожу. Учила младшие классы, хватило. А вы бы вернулись обратно? Нет. Это тяжелый труд. А как вы считаете, есть ли тенденция того, что к учителям начнут относиться как к сфере услуг? Есть такое, ага. Наверное, недавно такое началось. А как вы считаете, сейчас к учителям хорошо относятся? Смотря кто, по-разному. Вы считаете, что к ним стали относиться как к сфере услуг? Есть такое. Я думаю, дело как раз в официальном статусе, наверное, так. То есть то, что учителям практически связали руки, можно сказать. Некоторые недовольные люди просто охотятся за любой ошибкой учителя. А статус теряется, да, получается? Статус, да, размывается со временем. А с кем это связано с тобой? Я больше думаю с воспитанием. Воспитание в семье. Это единственное, что может помочь. Потому что очень много обучения легло в сферу интернета и самообразования. Но в любом случае останутся такие вещи, которым невозможно научиться самостоятельно. Я считаю, что, несмотря на ощутимую поддержку государства, в наши дни статусность и престиж учителя все-таки существенно снизился.
Все чаще нынешние педагоги встречаются с непониманием, и в последнее время все чаще развивается тенденция обращения педагогической деятельности к сфере услуг. Что вы думаете на этот счет, друзья? Давайте начнем опять же с оптимистов. Ну, на самом деле есть очень хорошее выражение: от каждого по способностям, каждому по труду. Вы знаете, возможно, к учителям так стали относиться только потому, что нужно обновлять кадры. Вот очень много у нас есть почтенных, престарелых учителей, которые на самом-то деле должны уже по-хорошему уйти на пенсию. Молодым места не дают, и так и выходит, что они идут куда-то в репетиторские центры, ну, что-то принимают где-то на дому, дают какие-то частные уроки, а это уже совершенно не то, потому что школа, ну, извините, это же храм знаний. Когда было по-другому-то? Разве нет? Поэтому престиж теряется. Но это можно исправить только если начать с самого себя. Каждый может сидеть и говорить: и вот, дескать, плохо, теряется статус, и вообще все вокруг виноваты. А ты что сам сделал для того, чтобы этот статус поднять? Интересно. Так, давайте тоже поаплодируем. Пессимисты. Учителя, наверное, частично сами на это влияют. То есть сейчас есть такая тенденция, что отправить ребенка учиться в частную школу, ну, коммерческую, считается более престижным. Там он получит и лучше знания, и вообще станет, ну, лучше как специалист. А в муниципальных или федеральных школах уровень образования похуже. То есть там учителя получают меньше зарплату и, следовательно, хуже учат. Дмитрий, что вы сами думаете об этом? Ну, на самом деле, молодой человек абсолютно верно говорит. Учителя сами виноваты в том, что статус падает. Это же очевидно. Вот поверьте мне, я тоже в своей жизни встречал, даже среди своих друзей, вот как там сказали, было такое выражение «училка». То есть меня назвали: «Ой, ты что, училкой стал», когда я пришел в преподавание. Но со временем от них звучит «учитель», и звучит с уважением, потому что я так сделал. Я не даю себя в обиду, не даю своих коллег в обиду, и поэтому имею право честно говорить. Вот о плохом учителе я так и скажу: это плохой профессионал. Поэтому учителя сами виноваты, разрешают с собой поступать плохо. Я видел очень много конфликтных ситуаций. Зачастую учителя сами ее провоцируют, сами на себя вызывают огонь, сами туда погружаются, потом крокодили слезы, почему на меня накинулись. Учителя абсолютно, я с тобой согласен, учителя сами виноваты в том, что к ним так относятся. А по части платной дорогой школы и муниципальной школы, учителя-то одни и те же. Ты просто платишь 100 тысяч тому же учителю, который работает, мог бы дать тебе эти знания бесплатно в муниципальной школе. Поэтому тут немножко ты заблуждаешься, потому что учителя одни и те же. Ну, за исключением некоторых кадров. Ну, то есть вы подводите к тому, что нынешние учителя, они сами не зарабатывают авторитет, и поэтому 100%. такие проблемы и возникают. 100%. Они сами выстраивают в классе какую-то диктатуру, власть закона, которого нет, потому что закон есть закон, федеральный, республиканский, а то, что многие учителя для сдерживания авторитета в классе придумывают личные законы, а потом сами от них же страдают. Ничего в этом удивительного нет. У меня даже есть законы, но мои законы детям очень нравятся. Если вам интересно, могу их перечислить. То есть проблемы воспитания, точнее, проблемы того, как все-таки родители своих детей воспитывают, они не отражаются на этом отношении, да? У меня очень разные дети учатся. Есть дети таких людей, которые просто, наверное, по щелчку пальца могут мою жизнь сделать, не знаю, очень печальной. И даже знаю некоторых таких людей, которые меня не очень любят, но они меня уважают только за то, что их ребенок, приходя домой, говорит: а у меня хорошие с ним взаимоотношения, он хороший учитель. Мне какая разница, кто обо мне что говорит или думает, кто меня не знает. Дети – это моя работа. У меня нет задачи дружить с родителями, у меня есть задача с детьми дружить, с ними настраивать правильные взаимоотношения. А там уже и родители, и общество поймут, кто хороший учитель, кто плохой учитель. Не надо тратить время на доказывание кому-то чего-то. Сейчас, дорогие друзья, наступил момент истины, то есть тот момент, когда вы можете поменять свою позицию. Соответственно, оптимист, который убедился в правоте пессимиста, может перейти к пессимистам и наоборот.
Поменял ли кто-нибудь свое мнение? Ну, давайте, на счет 3 у вас будет возможность перейти. 1, 2, 3. Давайте поаплодируем тех, кто перешел, не постеснялся. Ну и давайте у них узнаем, почему они все же перешли, поменяли свою группу. Я поменял свое мнение, касательно профессии учителя, о его перспективности и так далее. То есть в ходе всего этого обсуждения я для себя, у меня мысли были, поток мыслей в ходе обсуждения внутри меня. И я пришел к тому, что все зависит от самого человека. И, как сказать, современный учитель, он все-таки отличается, то есть новое поколение учителей, которые как раз-таки только сейчас уже заканчивают образование педагогическое, за ними будущее. Они обучаются по новым методикам, по новым подходам, и, соответственно, лицо всей этой профессии, оно поменяется, и, соответственно, вместе с этим я позитивно хочу надеяться на то, что профессия учителя, она все-таки станет перспективной и респектабельной. Вот. Такое мое мнение. Спасибо, аплодисменты. Девушка, давайте узнаем у вас. Буду честна, что я не до конца поменяла свое мнение, но на самом деле пессимисты сегодня высказывали свои какие-то мысли, которые подкинули пищу для ума, и об этом можно подумать. Вот, поэтому я все-таки останусь в подвешенном состоянии, но позицию пока принимаю. Вопрос к вам, Дмитрий. Кто из участников сегодняшней аудитории понравился вам больше всего? Кого бы вам хотелось отметить? Я увидел что-то в глазах молодого человека и в его улыбке, когда он кое-что, видимо, от меня услышал, я в этих глазах и улыбке прочел, что он понял мои мысли, понял мой подход. Вот молодой человек на втором ряду, вот в водолазке зеленой. Да, я думаю, что он что-то услышал в моих словах, что, может быть, его не убедило, но, по крайней мере, он мою позицию немного понял. Не в обиду другим, это не значит, что... Я считаю, что все замечательно, на самом деле, выступили, замечательные аргументы. Отметить хочется и... Да, отметить его, потому что вот когда ты видишь в глазах и в улыбке человека, что какая-то проскользнула волна, вы поняли друг друга, это очень дорого стоит. Хорошо, пожалуйста, приглашаем тебя подняться на наш подиум. Дмитрий, ваш подарок. Я хотел бы вручить сертификат от магазина, к которым я имею непосредственное отношение, поскольку сегодня много сказали насчет денег, что все равно деньги, престиж в деньгах. И я, не бросая учительство, пытаюсь изменить свою финансовую ситуацию в лучшую сторону, чтобы дальше творить, свободно работать в школе. И вот сертификат от нашего магазина, который скоро откроется, я хочу вручить как человеку, в чьих глазах я увидел какой-то коннект, и вот я за это благодарен, и, видимо, Dota 2 объединяет, да. Вот. Пожалуйста, немного расскажи о себе. Представься. Меня зовут Артем, я уже давно работаю, госслужба и вообще бюджетные организации. Ну и я, конечно, тоже был учеником, студентом, и у меня были очень хорошие учителя. Всем спасибо, у меня очень много родственников учителей, моя бабушка, отец, тренер, преподаватель. Вот. Я очень сильно уважаю профессию учителя, и сегодня вы сказали очень много слов, которые я понял, что именно все зависит от каждого человека, от каждого учителя, авторитет он или нет. Ну и спасибо за сегодняшние ваши мысли и видения. Спасибо, аплодисменты. Ну что, друзья, мы можем уже практически завершать нашу передачу. Пожалуйста, приглашаем вас подняться сюда, пообщаться немного еще с нашим гостем, друг с другом, сфотографироваться.
С вами была телепередача «Я молодой» и ее ведущие Лена Гагарина. И Антон Васильев. Будем развиваться вместе. На благо себя и родной республики. Всем пока! Сам проект мне понравился еще, когда ко мне позвонили, рассказали об этом проекте. Мне вообще всегда нравится, когда присутствует молодежь, когда происходит столкновение разных поколений, когда идет обсуждение, когда актуальная тема, а учительство всегда будет актуально, как сегодня сказали. Учителя обязаны просто всегда искать любой контакт, использовать любой контакт для того, чтобы с молодежью что-то обсуждать, что-то какие-то точки искать, соприкосновения, либо наоборот конфликты сглаживать. Поэтому я не мог отказаться сегодня обязательно поучаствовать в этом проекте, потому что я вижу в этом пользу, практическую пользу и для себя, и для другого поколения, которое на самом деле кто-то у меня, видимо, намного младше, кто-то чуть-чуть младше. Но, в общем, я за то, чтобы люди общались, разговаривали, обменивались мнениями. Сам проект мне очень понравился, и формат хороший, у каждого свое мнение здесь остается в глубине души. Я думаю, из сегодняшней передачи все участники, включая меня, вынесли полезный урок. По крайней мере, могу говорить за себя. Спасибо большое за приглашение.